День памяти святого великомученика и целителя Пантелеймона для всех христиан является важным праздником. В этот день во всех действующих храмах Абхазии проводят праздничное богослужение в память о святом. Верующие приходят в храм и молятся о здоровье и защите от невзгод святого Пантелеймона. В Новом Афоне праздничное богослужение прошло в соборе в честь святого целителя Пантелеймона. Святой великомученик и целитель Пантелеймон родился в III веке в городе Никомедии, неподалеку от нынешнего Стамбула. При рождении мальчику дали имя Пантелеон, что означает «лев». Отсюда и почитание святого как покровителя воинов. Мать Пантелеона была христианкой. Она пыталась воспитать сына по всем канонам православия, прививая любовь к Господу. Однако она рано умерла. Отец мальчика был язычником и всячески пытался склонить сына к своей вере. Будучи юношей, Пантелеон начал изучать лекарское дело. Жизнь Пантелеона изменилась после встречи со священником Ермолаем. Юноша рассказал старцу о своем ремесле. Ермолай спросил о том, учение каких врачей изучает Пантелеон, на что юноша назвал самых известных докторов того времени. Тогда старец рассказал, что знает врача, который воскрешал мертвых и даровал эту способность всем своим почитателям. Ермолай говорил об Иисусе Христе и его чудесах. Юноша сказал, что уверует в Господа и примет христианство, если сам станет свидетелем этих чудес. А чудо действительно произошло. Однажды Пантелеон увидел на дороге мертвого ребенка, которого ужалила змея. Молодой человек поднял руки к небу и помолился, пожелав, чтобы Христос воскресил ребенка. И чудо произошло. Ребенок ожил. Вскоре Пантелеон принял крещение от рук старца Ермолая и при крещении взял имя Пантелеймон, что означает «всемилостивый». Святой Пантелеймон безвозмездно лечил всех людей, кто нуждался в его помощи, от самых тяжелых недугов. Когда умер отец святого, он ему оставил большое наследство, которое юноша раздал нищим. Святой Пантелеймон лечил больных не столько лекарствами, а сколько силой Божией. Вскоре об этом узнал император Максимиан. Вызвав к себе юношу, он потребовал отречься от своей веры и уверовать в языческих богов. Пантелеймон ответил, что не отречется от истинного Бога, и предложил на глазах у множества людей вылечить тяжелобольного человека. Языческие жрецы стали читать заклинания, чтобы исцелить больного, но ничего не вышло. И тогда святой Пантелеймон вознес молитвы к Господу, и в тот час же больной выздоровел. Разгневанный император приказал убить проповедника Христова. Святого целителя Пантелеймона подвергли жестоким мукам, а после казнили. После смерти великомученика многие язычники уверовали в Господа и приняли христианство. Ежегодно в День памяти святого великомученика Пантелеймона сотни православных Абхазии и паломников со всего мира едут в Новый Афон на праздничное богослужение. Люди молятся святому Пантелеймону о здравии и защите от невзгод. Это большая радость для верующих православных христиан всей Абхазии и большой праздник для отдыхающих, которые пришли сегодня в этот день, этот праздник, получили большую благодать они для души. Это один из самых светлых праздников для меня и, думаю, для всех христиан и православных, живущих в Абхазии. Я ежегодно посещаю 9 августа этот праздник святого великомученика Пантелеймона, целителя, которого мы почитаем, и имя которого носит Новоафонский монастырь. Я бы хотела, чтобы как можно больше людей приобщилось к христианству, к православию и посещала наш монастырь жителей Абхазии, потому что со всего конца едут. И сегодня особенный праздник, и я желаю всем благоденствия, добра, мира. Праздничное богослужение в честь святого великомученика и целителя Пантелеймона завершилось крестным ходом. Несмотря на то, что Абхазия древнейшая христианская страна, и у нас есть святые, которые в его время пострадали здесь, у нас, на нашей земле, но тем не менее с того времени не идет традиция почитания святого Пантелеймона. Она появилась здесь с появлением вот этого большого Новоафонского монастыря. Почему? Потому что в греческом Афоне
где крупные 20 монастырей, один из таких крупных монастырей в честь святого Пантелеймона. И там находится часть мощей его, в том числе глава. Так вот, когда монахи решили строить здесь этот храм, прибыв сюда в Абхазию, из этого именно монастыря, из Святой горы Афон, из Греции, они увидели, что здесь есть храм Симона Канонита, где погребен один из 12 апостолов, и, конечно, его достоинство было очень высокое, и поэтому они назвали монастырь в честь апостола Симона Канонита. А вот главный собор, который как раз сейчас вы видите за моей спиной, назвали в честь святого Пантелеймона. Вот с того времени появилась эта традиция, значит, почитания святого Пантелеймона на нашей земле. Когда человек чаще всего остается один со своей болезнью, беспомощным, и у него нет теперь никакой надежды, он всегда обращается к Богу и к святому Пантелеймону. По окончанию крестного хода все гости праздника были приглашены на трапезу. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.